эпидемиологической ситуации в нашей республике? Доброе утро. Ситуация у нас остается напряженной. Всего случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зафиксировано на сегодняшний день 1445. За последние сутки это увеличение на 88 случаев. Из них 67 это город Якутск, 9 это Намский район, ну и Алданский, Мирнинский это традиционно у нас вахтовики. Хочу отметить, что из больниц выписалось 48 пациентов. У нас в общей сложности уже 594 человека выздоровело полностью от этой болезни. Мы вышли на очень хорошие показатели по тестированию. От 2500 до 4000 в сутки делается тестов по лабораториям республики. Мы по показателю на 100 тысяч населения, мы сейчас делаем порядка 331 составляет тест. Это один из лучших показателей в стране. И это нам позволяет максимально большое количество людей выявлять на ранних стадиях, на практически бессимптомных формах заболевания. И поэтому мы не допускаем все-таки перехода болезни уже в следующую стадию, особенно в тяжелой стадии. Хотя, к сожалению, у нас на сегодняшний день 11 человек находится в крайне тяжелом положении, один на искусственной вентиляции легких из них. Конечно же, нас всех волнует ситуация по городу Якутску. Вот если посмотреть статистику, то из 1445 случаев заболевания 1103 – это город Якутск. И понятно, что пока по городу Якутску мы ситуацию не стабилизируем, говорить о снятии ограничений в целом по республике не приходится. Здесь, конечно же, необходимо всем понимать, и самим горожанам, и руководителям предприятий и учреждений, что соблюдение санитарно-противоэпидемических всех мероприятий, их соблюдение этих мер, оно обязательно. И, к сожалению, мы сегодня видим, что и те легкие послабления, которые были сделаны по просьбе руководства города в части и одиночных прогулок, занятий спортом, в части открытия городского парка, они, к сожалению, из-за того, что многие горожане не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим, они начинают приводить и к негативным последствиям. Поэтому еще раз говорю, что здесь мы должны каждый быть ответственным за себя, за своих родных и близких, и только строжайшее соблюдение всех этих норм, оно позволит нам ситуацию выправить. Ко мне поступает много жалоб со стороны горожан на недостаточную хорошую работу торговых учреждений, где не соблюдается со стороны продавцов масочный режим, перчаточный режим, особенности на рынках. Мною дано поручение на оперативном штабе расследования такие проводить. Мы также и разговаривали с прокурором республики о мерах прокурорского реагирования, которые в таких случаях тоже необходимы. Уверен, что органы Роспотребнадзора в случае наличия таких жалоб будут принимать самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких учреждений на определенный период, для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе Якутске и у нас в республике. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в республике на 11 часов 26 мая. Не переключайтесь. Алло, мам, привет. Мы выезжаем. Что делаете? Да вот хотим сухую траву возле участка убрать. Огонь не щадит ничего. Не дай случиться непоправимому. Это программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобызева. С началом лета многие дачники начали качать воду из близлежащих водоемов, строить возле них теплицы, зачастую на водоохранных зонах, за использование воды в которых надо платить. Все ли знают об этом и что считается нарушением, за которое надо отвечать по закону? Об этом и других вопросах охраны водных объектов мы поговорим сегодня с помощником якутского природоохранного прокурора Вячеславом Андреевым. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что понимается под водопользованием и кто относится к числу пользователей этими водными объектами?
Водопользование представляет собой вид деятельности, который осуществляется при непосредственном взаимодействии с водным объектом, то есть использование воды с целью удовлетворения нужд населения и хозяйственной деятельности человека. Это и называется водопользование. Для наглядности я могу привести примеры, такие как, например, для питья, полива сельскохозяйственных растений, рыбного хозяйства, отдыха, для транспортных целей, и так далее. А под водопользователем понимаются те лица, которые пользуются водными ресурсами и право пользования которым предоставлено. Это могут быть как и юридические лица, так и физические лица. Ну вот наверняка для того, чтобы пользоваться водными объектами, нужно разрешение. Да, конечно, законодатель предусматривает получать разрешительную документацию на использование водных объектов, в том числе и для граждан. Исключения могут быть, конечно же, для граждан, но в том случае, если забор воды осуществляется без использования технических средств или оборудования. Однако, если гражданин, к примеру, использует летний водопровод и устанавливает насосную станцию, тем самым организовав забор воды с водоема, то соответствующее разрешение, конечно, необходимо иметь. Вот на основании каких документов возникает право пользования водными объектами и кто выдает их? Водные объекты предоставляются в пользование на основании двух документов, то есть это договор о водопользовании или решение о предоставлении водных объектов в пользование. А деятельность по предоставлению в пользование водных объектов, расположенных на территории республики, осуществляется Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. А какие обязанности возложены на водопользователей? Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Об этом мы все с вами прекрасно знаем. В связи с этим на водопользователей возложен ряд обязанностей. То есть законодателем определяются условия использования водного объекта, в частности, объем допустимого забора водных ресурсов, сроки водопользования, размер платы, условия и сроки ее внесения, ответственность сторон. Это все предусматривается договором водопользования. Водопользователи при использовании водных объектов обязаны не допускать нарушения прав других водопользователей, которые также пользуются водными объектами, причинение вреда окружающей среде, загрязнение окружающей среды, содержание в исправном состоянии эксплуатируемые ими оборудование, сооружения, то есть которые они используют в ходе изъятия забора воды. Вести в условном порядке учет объема забора водных ресурсов. Нарушение вот этих всех требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление либо запрещение эксплуатации водных объектов водохозяйственной системы. А какие требования предъявляются к охране водных объектов? Законодателем устанавливаются основные требования к охране водных объектов на собственников водных объектов. Ими могут быть, в данном случае я раскрою, кто является собственниками. Это может быть федеральная собственность, это может быть на уровне субъекта, региона, либо муниципальная собственность. Также может быть и частная собственность. Таким мероприятиям можно отнести деятельность по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где устанавливается специальный режим. Меры, направленные на предотвращение истощения водных объектов, ликвидации загрязнений и расчистка водных объектов и так далее. А со стороны водопользователей, которые пользуются водным объектом на основании документации, которую я уже привел, установлены требования к охране водных объектов должны соблюдаться. То есть эти требования, которые установлены уже собственником, они должны соблюдаться и непосредственно водопользователем. Давайте поговорим о том, что такое вообще водоохранная зона и как она устанавливается. Под водоохранной зоной понимается территория, которая примыкает к береговой линии водных объектов. В границах водоохранной зоны располагаются береговые и прибрежно-защитные полосы, то есть они входят все в водоохранную зону. Так, ширина водоохранной зоны зависит от протяженности водного объекта и составляет для рек и ручьев протяженностью, например, до 10 километров в размере 50 метров. От 10 до 50 метров ширина увеличивается до 100 метров. Более уже 50 километров ширина увеличивается до 200 метров. Для озер устанавливается уже ширина отдельно, которая составляет 50 метров.
Чтобы не теряться в сомнениях по поводу того, сколько же составляет ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы у конкретного водного объекта, законодатель предусмотрел механизм информирования граждан об установлении специального режима. Каждый из нас знает, отдыхая у водного объекта, вы можете наблюдать знаки, где на синем фоне печатными буквами белого цвета имеется надпись «Водоохранная зона». И хотел бы напомнить телезрителям, что отсутствие таких знаков не является основанием для освобождения от ответственности. А вообще, что разрешено и запрещено в этой зоне? В границах этой зоны допускается размещение, строительство объектов, хозяйственных объектов, да, при условии оборудования таких сооружений, которые обеспечивают охрану водных объектов, то есть от загрязнения. Также разрешается передвижение и пребывание около водных объектов, то есть для граждан, да, можно купаться, конечно, это где разрешается, в установленном месте. В границах водоохранных зон категорически запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением специально оборудованных стоянок, например, да, движение по дорогам с твердым покрытием, то есть там разрешается движение транспортных средств и стоянка. Но если этих специально оборудованных мест не имеется, то, конечно же, движение и стоянка транспорта запрещается. Также в водоохранной зоне не может быть расположены места захоронения отходов производства и потребления химических, отравляющих